Телеканал Тамыр представляет проект «Литра». Мы создали его для того, чтобы учителям работалось легче, а нам, школьникам, училось интереснее. Мы разбираем башкирскую литературу, а на читание становитесь вы. «Литра» – это проект, который научит понимать и ценить родную литературу. Кто, как не сверстники, лучше объяснят сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на вечный вопрос – а что же хотел сказать автор? Здесь не будет оценок «отлично» или «удовлетворительно». Выдохните. Здесь каждый остается при своем мнении, и мы будем только рады, если вы после каждого выпуска отправитесь в библиотеку. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Нугмана Мусина. Он один из ведущих прозаиков башкирской литературы, защитник природы и особенно леса. Тема природы и человек в условиях научно-технической революции проходит через все его творчество. Вы знаете этого человека? Можно я не буду отвечать, пожалуйста, я очень занята. Вы знаете этого человека? Нет, к сожалению, не знаю. Это Нугман Мусин. А кто он? Это известный писатель, я очень люблю его творчество и читаю его произведения. А какие произведения знаешь? «Вечный лес», например. Ну, это одно из моих любимых произведений его. Нет. Нет? А может быть, вы знаете? Нет. Какой-то наш башкирский писатель. Вы близко. Здравствуйте. Вы знаете этого человека? Не знаю. Нет. Ну, не знаю. Точно, может, Мустай Карим? Нет, не знаю. Нет никаких предположений. Ну, может быть, деятель культуры, писатель. Вы знаете этого человека? Если честно, нет. А вы? Не могу узнать. Это или Мустай Карим, или Ну, это писатель, вы правильно думаете. какой-то наш башкирский. Это башкирский писатель. А имя помните? Вот с именем посложнее. Нугман Мусин одним из первых начал поднимать экологические проблемы в годы, когда многие еще и не знали самого понятия «экология». Лес для него не только источник жизни и благосостояния, но и душа земли. Автор ставит важную проблему эффективного использования лесного богатства и его восстановления. Очень много описаний в его произведениях, сравнений и богатых метафор. Сегодня мы с нашей дружной компанией обсуждаем произведение Нугмана Мусина «Первый поиск». Ну что вы скажете, мои дорогие друзья? С трудом начинала читать это произведение. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Описание просто того, как они ходят по лесам, ищут бокситы, ничего не находят, а также очень длинные лирические отступления автора. Мне показалось это очень скучным, и я еле дочитала. Но потом сюжет получил интересные повороты, развитие, и мне стало интересно, я включилась в книгу. Ну, на самом деле, это тоже проблема скудного очень перевода. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только пятерками, спокойно может получить трояк по литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Может быть, сюжет и неплохой, но мне было как-то неловко читать это произведение, потому что, правда, как будто немножко сочинение пятиклассника я читаю, у которого прекрасный сюжет, но очень скудный слог. Правда, было из-за этого возникали трудности. Ну, с каждой главой сюжет становился интереснее и интереснее. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. Под конец я с удовольствием вообще читала. Но Да, ожидаемая концовка, но мне понравилась. Я готов поспорить с вами в том смысле, что, возможно, даже слог плохой. Я не уверен в том, что слог плохой, неплохой. Я не обращал на это, если честно, внимания, но мне произведение очень понравилось. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Особенно вот эта фабульная, и в принципе сама фабула произведения, она очень интересна и до конца, вот ты сказал то, что понятно, как все закончилось, на самом деле я до конца не был уверен, как действительно все закончится, и оно на самом деле держало, произведение, оно
В отличие от многих, нет, в отличие от многих, она держала интригу. Как вы думаете, о чем это произведение? Ну, вы, наверное, ответите о любви, но я все-таки считаю иначе. Ну, хорошо. Я только хотела сказать, Что вы думаете? Да. Как ты думаешь, чем оно закончится? Я не дочитала до конца, но я потом ознакомилась с кратким содержанием, и, ну, для меня, естественно, как и ожидаемо о любви. А как ты вообще думала изначально, Изначально? чем закончится? Почему-то я думала, что она будет с Баймуратом. Ну, не она, ну, скажем, Гульсум. А Гульсум — это же у нас охранница, получается, вот этого вот места, куда приехали геологи. Я почему-то думала, что она все-таки останется с Баймуратом. Но, возможно, это было ожидаемо, что все-таки два любящих сердца объединятся. Были даже такие мысли, что Нурия может быть с Касимом. Да. У меня прям это пробегало. Там очень много этому уделялось внимания, и это до конца так и не было раскрыто, то, что вот эта вот Нурия, она очень тесно тоже к Касиму как бы. У Нурии был такой откровенный диалог с Гульсум, как будто бы она своего мужа так и до конца не любит, она до конца ему не открылась. И она завидует Гульсум, то, что вот ты можешь все-таки еще встретить настоящую любовь и открыться полностью. Поэтому до конца вот эта фабульная часть, то, что условно в каких-то любовных произведениях мы все равно видим героя, мы видим героиню, как бы к чему все в итоге должно было свестись. Но тут мы видим то, что тут возникает Нурия, которая тоже довольно часто взаимодействовала с Касимом, и мы до конца не понимаем, ну вот, по крайней мере, я до конца не понимал, чем в итоге все закончится, потому что, условно, автор всегда оставлял для себя условный фундамент основания для того, чтобы в один момент резко перевернуть все и свести вот эти Касима с Нурией, что тоже было бы довольно интересно. Этих откровенные разговоры, они одновременно были очень интересными, но одновременно казалось, будто я за кем-то подглядываю. То есть мне было неловко, если честно, но через эти откровенные разговоры, через мелкие детали очень хорошо раскрывались персонажи. То есть просто ведется повествование о том, чем там занимается Касим, главный герой, и вдруг резко он вспоминает про свою возлюбленную бывшую, и какие-то мелкие детали раскрывали как и его, так и вообще второстепенных персонажей. Пока мы не начали характеризовать каждого персонажа в отдельности, мне хотелось бы заметить, что для меня сюжет был вообще простой. Я вот читала, когда мне только показалось, что-то интересное происходит, я сразу почему-то на середине произведения подумала, ну вот он точно будет, Касим точно будет с Гульсум, и он в итоге все-таки найдет месторождение бокситов. Для меня все было настолько очевидно, что вау-эффекта произведение на меня своим концом не произвело. Я просто дочитала, думаю, ну, так должно было быть, хорошо, пусть так. Но для меня оставалась загадка, потому что, опять же, я думала, что он может быть, я допускала, что он может быть с Нурией. Там говорилось, если он находит боксит, то там строит завод, то тогда как бы природа вся, ну, технически она уходит в забытие. И если мы говорим с этой стороны, то, возможно, автор тоже тут готовит условную почву для того, чтобы по итогу боксит не был найден. Это на самом деле тоже оставалось до конца условной интригой, потому что не было... Да, если бы боксит не был найден, все равно произведение могло бы кончиться и так на самом деле. То есть, естественно, нам уже, как избалованным читателям, может казаться то, что произведение должно было так закончиться, но по факту автор оставлял для себя вот эти вот пути отходные, даже здесь. Исемді қошқанда мен сізге бір сырды айтып қояйын. Үйдің көрген, білген кішілерді көз алдынан өткәрі. Үйдіңге жақын тұйылған кішілердің исемен үйдіңдің ыңғай геройдарыңа қошаһың. Матур қызларға үйдің ғашық болған қызлардың исемен қошаһың. Мынаны да айтайын. Я болмаса кері геройдар бола. Әсәрдәге кері геройдар. Оны тормышта ұшыратқан несектер үйдің көңіліңе ятып етмеген кешелердің исемен қошаһың. Үйдінен өді ол шулай келіп сыға. Сонки ол көңіл аша өткен. А о чем это произведение именно для вас? Произведение о выборе человека. Это вообще не о любви, мне кажется. Это о выборе жизненного пути в первую очередь. А вот по откровенным диалогам с Нурией и Гульсум можно заметить, что Гульсум говорит, главное иметь не только любимую работу, но и саму любовь. Для меня это произведение о любви, наверное. И вот даже Касим, он вспоминал о своей бывшей девушке, Розалии вроде бы ее звали, и он говорил, что вот, ну, был с ней, было хорошо, а я уехал, и как будто бы и не было, и все равно. А с Гульсум он встречается через год, и все это время он о ней помнит, и он встречает Гульсум, и все, и они не расстаются. То есть
главная героиня — это именно та девушка, с которой он может выстроить настоящую любовь. Это очень трогательно, но для меня произведение о стремлении к осуществлению своей мечты. Я бы, наверное, так это все собрала бы в одну единую мысль. Потому что то, как Касим рвался отыскать все-таки это месторождение бокситов, сколько он усилий прилагал для этого, как он пытался переубедить главного геолога в их разведке, как он договаривался и с Нурьей, и с Гульсум, сколько сил он вообще положил на то, чтобы добиться просто шахту сделать для поиска этого боксита. Мне кажется, для меня это пример того, как человек должен бороться за свою мечту. Ведь в итоге он ее добился. Мне кажется, с Касима в этом плане мы должны брать пример. Там еще был один персонаж, его зовут Баймурат. И что вы можете насчет него сказать? Ведь у Гульсум был Касим и Баймурат. Вот что между Гульсум и Баймуратом было? Любовь или, может быть, какая-то... Он чувствовал какую-то вину. Просто за неимением других людей, как бы в деревне, где никого нет, они общались, скажем Да, так. он с детства еще такой к себе привил мысль, вот, я хочу быть с ней, с Гульсум. А для Гульсум он был просто другом, и все, не больше. И в конце, когда Гульсум говорит, вообще, какая у тебя есть цель? Он так подумал, когда сам ушел в лес, катался на траве. Он для себя подумал, я выйду, поженюсь на Гульсум, что будет дальше? И он начал размышлять, что, может быть, и не только Гульсум должна быть его целью, как будто бы это была даже не любовь, а цель достичь Гульсум, да? Там еще был такой момент, что Баймурат чувствовал свою вину за смерть отца Гульсум. Может быть, он из-за этого как-то привязался к ней. Да, он еще раньше для себя такую мысль поймал, что вот я хочу быть с Гульсум, а еще это вина и это... И отсутствие Баймурат людей, да, это противопоставление, по сути, Касима. То есть это образ, который, совершенно противопоставлен. И вот когда я говорил о том, что это произведение выбор человека, даже не то, что любя, это выбор в первую очередь жизненных принципов, мы видим то, что, по сути, у нас все построено на том, кого выберет по итогу Гульсум. И Касим, и Баймурат — это два совершенно противопоставленных человека. Баймурат — это, во-первых, жестокий человек, который ведет себя совершенно неподобающим образом. То есть, конечно, там к концу, может быть, он становится лучше, это естественно так, но вот этот пример, не пример, это описывается, когда он своего двоюродного брата заломал ему руки в лесу, оставил, когда он там совершенно абсолютно непотребно для любого уважающего себя человека поступил, когда он схватил Гульсум за руку и начал ее вот как-то неприятно он себя вел, совершенно неподобающе для человека. И, в принципе, как раз-таки вот противопоставление такое с Касимом, который добрый какой-то, он не злой. А вот Баймурат, он злой и он жестокий человек, мне показалось так. Я на персонажа не так много внимания обращала, потому что вот лично я не люблю разборки вот эти любовные. Мне не нравятся эти любовные треугольники, четырехугольники и так далее. Я очень много для себя подмечала таких приятностей в образе природы. Мне очень нравилось, как описывается природа. Да, опять, слог не очень, но сам Нугман Мусин, он в целом был защитником природы. И у него же было произведение, оно и есть сейчас. «Вечный лес». «Вечный Да, лес». роман, вот, кстати. А вот, скажи. Думаю, нам его тоже стоит прочесть. Да. Поэтому то, что такой яркий образ природы, мне было легко игнорировать эти разборки и главного персонажа, который, как в сказках, вот видит цель, не видит преград, и все у него получается, и все. Нугуман Сулейманович – заслуженный работник культуры. Он удостоен государственной премии имени Салавата Юлаева. О ней мечтают все писатели Башкортостана. Также он имеет звание «Народный писатель республики». Награждался орденами Салавата Юлаева и за заслуги перед Республикой Башкортостан. Является отличником охраны природы России. Раз уж мы подошли вплотную к произведению, мне хотелось бы обратить ваше внимание на символизм названия «Первые поиски». Вот как вы думаете, о чем это? Как раскрывается вообще это название? Кстати, интересный вопрос. Я вот сейчас подумала, первая мысль была «Первые поиски». Это как, на самом деле, они молодые очень все. Им 20 с чем-то лет. Вот
может до быть, 25. Да. В то время, может, это уже считались зрелые и взрослые люди, но на самом деле это почти наши ровесники. То есть это первые поиски работы, цели всей жизни, первые поиски любви. И первые не поиски только- человека какого-то, да. близкого человека. по Не сути. только первые поиски искать камушек, а Да, там на самом деле большой смысл заложен в самом названии произведения. Да, мне тоже показалось, я с вами соглашусь со всеми, мне кажется, что каждый персонаж что-то ищет в своей жизни. Вот Гульсум ищет свою настоящую любовь. Касим увлечен поисками не только боксита, но и славы, и какой-то новой цели в жизни, какой-то новой ступени к его к становлению карьеры. Баймурат, задумавшись после слов Гульсум, теперь ищет новую цель. И не только цель, даже смысл жизни. Как ведет себя Гафан, когда он узнает от Нурии, что ему стоит быть помягче и прислушиваться к мнению других. Он тоже ищет что-то новое. Все персонажи захвачены поисками чего-то в глубине своей души или в мире их окружающем. Мне кажется, название у произведения очень хорошо отражает его суть. Я хотел под конец добавить в том смысле то, что вот мы говорим там, про то, что произведение про любовь, все-таки отличительной особенностью Касима является его жизненный принцип, то, как он живет. То есть, например, Буймурат, он, как вот вспоминается рассказ Чехова «Крыжовник», если я не ошибаюсь, когда вот живут ради того, чтобы построить особняк с крыжовником, в итоге получают этот крыжовник, и он невкусный совершенно. Но он ест его и наслаждается. Да, ест и пытается себя убедить. И тут то же самое, дом с мезонином. Вот цель всей жизни, вот эта меркантильная, совершенно какая-то мелочная, просто построить дом. Ну вот есть у тебя дом, и что ты будешь делать дальше? А Касим... Он только для себя. Да, Касим хотел для Касим окружающих. Не то, что даже для окружающих. У него стоит высшая цель. Это цель, в первую очередь, даже не для того, даже не для славы. Вот ты говорила, чтобы он хочет славу получить. Суть даже не в славе, а в том, чтобы сделать жизнь лучше других людей. В том, чтобы оставить свой след и внести свой вклад в общество, в принципе, во всю страну. И, наверное, если мы говорим об этом вкладе, наверное, это произведение можно охарактеризовать и как советское произведение, потому что вот это жизнь ради общества, но тут это очень уместно, потому что человек действительно должен жить и ставить высокие какие-то цели, должен ставить перед собой какие-то главные вот эти высокие задачи, а не просто жить, ограничиваясь какими-то меркантильными, как бы сказали, шкурными интересами, так скажем. Поэтому я считаю, что произведение в первую очередь о выборе жизненных принципов и о том, что человек должен жить сообразно с чем-то высоким, а не мерить свою жизнь какими-то продажными и меркантильными вещами. Главный герой многих произведений Нугумана Мусина – лес. Да-да, именно лесу посвящена серия популярных романов. В них писатель рассказывает о нелегком труде людей, связанных с природой. 1930 елдың 12 июнендә атайымдың Коръәнгә язып куюы буенча ошында дөньяга килгәнмен. Моны ошо ергә, моны ошында минең кендек каным тамган моны ошында. Ходаем, мине тудырган җир. Мине тудырган җир, ергә баттырган җир. Мин хәзер 2 ел үткәстә шундай рәхмәтлемен. Большое упущение, что мы не можем прочитать вот это произведение в оригинале. Потому что вот моя бабушка, она очень хорошо говорит на башкирском, на литературном башкирском. И она мне иногда переводит стихотворение, чтобы я не то что смысл поняла, а вот прочувствовала вот слог, весь его, так сказать, вкус. И она правда сказала, что произведение написано вот гениально, просто. Слог, он восполняет весь сюжет. То есть они дополняют друг друга просто отлично. Ну вот упущение, что мы не знаем башкирский. Ну Надо или выучить, знаем, но получается. в какой-то степени там. Перевод. Да. Так что берем и учим башкирский все. Что мы можем сказать насчет Нугмана Мусина? Мы уже начали говорить про то, что он экозащитник. Да. И опять проговорим про актуальность. Это сейчас. Еще животные. Да, очень актуально. «Вечный лес» — это произведение его тоже
Оно было написано в период, когда только начиналась вот эта вырубка лесов, когда только вообще вводилось такое понятие, как такая массовая вырубка. И, естественно, у таких людей болело сердце за вот, природу просто. И невозможно было просто сидеть и смотреть, поэтому он писал произведения, которые, я думаю, повлияли на людей в свое время и сейчас продолжают влиять. Я не была знакома с автором до прочтения произведения, которое мы взяли на разбор «Первые поиски». Мне теперь интересно почитать у него что-нибудь еще, потому что, хоть и переведено достаточно сухо, мы уже не раз об этом сказали, все-таки поднимаются интересные проблемы и заставляет произведение задуматься о том, что человек может сделать для окружающих, как себя вести по отношению к природе, по отношению к своим близким, заставляет пересмотреть очень многие принципы и убеждения. Поэтому я считаю, что произведения другие этого автора стоит прочитать, уже ознакомиться с ними, может быть, самостоятельно, может быть, в рамках нашей телепередачи. А что насчет актуальности? Вот именно «Первый поиск» этого произведения. Ну да, это 100% актуально. Оно актуально тем, что люди не должны быть как бы меркантильными, я думаю. Ну, как И мы то, уже что все сказали, должны Это всегда быть... будет актуально, да. То есть выбор человеческой, выбор пути жизни, условно, да, по которому человек пойдет, он будет актуален Поиск всегда. Да. жизни даже. Вот. Пока человек думает, а не живет принципами, которыми в него вкладывают заранее, пока человек выбирает свой путь сам, это произведение будет актуально. Еще бы я хотела высказать такую мысль, что если вот наши телезрители немножко не понимают, зачем читать эти произведения, мы же и так в школе много чего читаем, попробуйте просто прочесть и поговорить о содержании этих книг со своими бабушками, которые обязательно эти произведения читали в свое время на башкирском языке. Иметь эту связь с родными и близкими – это очень важно. И вот такой вам способ просто взять и найти повод поговорить. С творчеством Нугумана Мусина хорошо знакомы и российские читатели. В Москве в разные годы выходили его романы «Вечный лес», «Белый олень на Синь-горе», сборник повестей и рассказов «Когда занималась заря». В последние годы изданы полные собрания сочинений в 11 томах. Мындай зур күләмле әсәрләрде капылдан гына язып булмай. Оның өчен бераз гадәтләнергә кирәк был зур иҗат эшенә. Чөнки бит анда ниндәй бик күп төрле вакыйгалар бердән. Икенчедән хәтта бик күп төрле исемнәр бар. Уларны да утырга ярамый. Исемнәрне онытырга. Бигрәк тә менә хәзер мин 9 роман язган икән. 9 романда минем кабатланган исемнәр юк. Через произведение чувствуется, что Нугуман Мусин был очень светлым человеком. Он прожил очень долгую жизнь, Да. и он прожил счастливую жизнь. Оставил большое наследие. Да, его печатали, его любили, его уважали и до сих пор уважают и любят. Ему Прости, было пожалуйста. 90 лет, когда он умер. Вот. Но он был крепким таким даже в свои года. Ты успела увидеть его или нет? К сожалению, нет. Самое ведь важное то, что он оставил после себя такой огромный вклад, это в первую очередь это самое важное, то, что его жизнь не прошла даром, и мы все еще можем наслаждаться его, как сказать, питаться плодами Помним его творчества. И передавать из поколения в Да. поколение его творчество. Ну и на этом все. Сегодня мы с ребятами обсудили произведение Нугумана Мусина «Первый поиск». Да, возможно, перевод был скудным, поэтому, дорогие друзья, учите башкирский язык и читайте все в оригинале. Наш урок подошел к концу, и по традиции предлагаем вашему вниманию строки на языке оригинала, которые написал Нугуман Мусин. Unutmayım Ural, Көкхел Урал. Хинан алыс кетхәнде. Әйтерһең мин хинен каендардай, ер дымыңдын өстем үскәндә. Һин кайдан тип һораһалар шуга, хинен сит яктарда йөргәндә. Урал улы тип мин явап бирәм. Урал хине өдүлүп һөйгәнгә.